Здравствуйте! Время вечерней смены на канале «Осетия», в студии Алана Гадзацева. Все самое актуальное и значимое смотрите в нашем эфире. Можно ли разгадать культурный код, зашифрованный в этническом костюме? Поймать неуловимое, сохранить главное и привнести нечто свежее удалось художнику-модельеру из Кабардино-Балкарской республики Мадине Сараль. С особым трепетом художник относится к традициям в этнической одежде и дает им новое прочтение в своем творчестве. В течение месяца в Северо-Остинском государственном художественном музее имени Мухарбека Туганова проходила выставка «В реке времени. Исследование черкесского костюма». В экспозиции 12 комплектов женской одежды в черкесском стиле и фотосюжеты, отражающие представление мастера о роли этого костюма в современном мире. Побывала на выставке и пересчитала петельки и пуговки наш корреспондент Анна Сопоева. Мы привыкли узнавать историю того или иного народа через книги, музыку или рассказы, которые доходят до нас из уст в уста. Но задумывались ли вы, что есть иные способы? Такие, которые находятся гораздо ближе, чем мы думаем, которые окружают нас, может, и не каждый день, но все же часто. Это национальный костюм, своеобразная энциклопедия, которая есть у каждой нации, передаваемая из рук в руки. Складывать слова из этой энциклопедии сегодня учит модельер из Кабардино-Балкарии Мадина Сараль. На протяжении месяца ее выставку можно было наблюдать в залах художественного музея имени Туганова, а 20 мая все желающие могли попасть на лекцию мастер-класс и узнать чуть больше о том, как одежда транслирует историю и современность. Лекция разделилась на несколько частей. Первая – этнография костюма. Этот костюм мундирный, и он сформировался как мундирный в силу обстоятельств исторических. Мы все жили с вами на геополитическом разломе, всегда были на территории интересов больших империй. Большие империи так или иначе все время претендовали на эти земли. И в какой другой еще стране проходила бы огромная война в 100 лет, между огромной империей и маленькой локацией, только там, где мужчины воины, и где женщины воспитывают и продолжают воспитывать дух воина. Следующая часть – этнография в репликах. По словам модельера, любая трансформация костюма – это адаптация его в новом времени и в новом пространстве, в том числе и современном. Вот только кто-то видит в этом продолжение, а кто-то нарушение всей системы этнографии. Где-то похоже, но что-то перекликается, но нет буквального пересказывания. То есть вам дали, почитали, сказали, напиши сочинение, это одно, а напиши изложение, это другое. Так вот, реплика может быть и сочинением, и изложением. Я занимаюсь, наверное, сочинением. Почему? Потому что этот же самый костюм, давайте мы его сейчас посмотрим. Вот в этом варианте, посмотрите. Это он же. И это он же. Но как они по-разному рассказаны, Помимо этого, в рамках лекции Мадина объяснила участникам, что такое бытовой, сценический, стилизованный и адаптированный в современность костюм. На завершающий выставку мастер-класс собрались в основном те, кто уже давно знаком с творчеством модельера. Для них ее приезд оказался большим открытием, как и для самой Мадины, которая, как оказалось, в Северной Осетии впервые. Занимаюсь декоративно-прикладным искусством. Я мастер по плетению осетинских шалей из Салахашта. Про выставку узнала, у нас была реклама, я посмотрела рекламу, было очень интересно. А так я смотрела до этого в Инстаграме ее работы. И когда я узнала, что она сюда приезжает, очень приятно было, что она приезжает и можно посмотреть в реальности. Как отметила директор художественного музея Алла Джанаева, сегодня молодежь плохо понимает, что такое исконно национальный костюм. Но благодаря таким лекциям начнет по-другому смотреть, а главное читать философию традиционного костюма.
Молодежь теперь, наверное, по-другому совсем будет смотреть. Не вот на эти костюмы, которые на свадьбу, да, вот расшитые жемчугом и там всякими лягушками, а уже будут смотреть школьники, конечно, пользоваться, и, наверное, уже носить, как это делают в Кабарде, пользуются вот этими национальными костюмами. Я думаю, что это должно быть. Всего во Владикавказе было представлено 12 национальных костюмов, каждый из которых создавался в пандемию из тканей, которые уже давно пылились в уголках ателье. По словам Адины, именно эта коллекция спасла в то непростое время коллектив от депрессий. Следующая персональная выставка планируется в январе следующего года. И сегодня в нашей студии автор всего великолепия, которое мы увидели в сюжете, прекрасная гостья, талантливый человек, художник-модельер Мадина Сараб. Здравствуйте, Мадина. Очень приятно видеть вас в нашей студии, и очень приятно, что столь высокоранговая, я бы назвала, выставка, качественная на самом деле, прошла во Владикавказе, и мы смогли ознакомиться с вашим творчеством. Скажите, а у вас какие впечатления от прошедшей уже выставки? На самом деле я бесконечно рада тому, что я во Владикавказе. Для меня открылась дверь не в новое пространство, а, видимо, в такое в возможности быть в близком контакте, потому что благодаря, конечно, и социальным сетям, да, мы понимаем, чем пульс каждого города, и мне кажется, художники Осетии мне очень близки по духу. И вот я сегодня была в мастерской Вадима Джоева, о котором я, в общем-то, много, наверное, знала по насмотренности его работ, но вот это ощущение, когда ты входишь в поток, оно здесь произошло. И я с большим пиететом отношусь к людям, которые работают в этом направлении, в поиске. И я надеюсь, что следующий приезд будет более плодотворным. И, конечно, для меня открылся не только музей Туганова, да, я увидела и посмотрела Национальный музей, посетила центр, открывшийся вновь Вахтанговский и так далее. И я понимаю, что здесь существует среда обитания вот не только коллегиальная, но и вообще художественная среда, она особенная. И я бесконечно рада. А вот этот самый поток, о котором вы сказали, что это за поток, что он дает, о чем он говорит? Ну, собственно говоря, это говорит о жизни. Дело в том, что так случилось, что культурное пространство всегда вытесняется экономическими проблемами, политическими и так далее. Но на самом деле это и есть точка опоры для всех живущих внутри города людей. Я понимаю, что любая история так или иначе связана с линией развития именно культурной среды. И в этом плане, конечно, нарратив у Владикавказа самый большой на Северном Кавказе, потому что, собственно говоря, городская среда здесь формировалась не один десяток лет, а столетия. И в этом плане, конечно, атмосфера города, она особенная и дает тебе новые ощущения тактильные про время. Ты чувствуешь здесь время. Хочу спросить, собственно, об истории выставки. Она у нее интересная. Это вот 12 костюмов. Расскажите, как они были созданы. Немножечко в нашем сюжете мы затронули эту тему, но вот скажите, когда создавались эти костюмы, уже было понимание, уже было понимание, что это будет выставка, или вот просто интуитивно шли? Эта выставка является промежуточным звеном в исследовании, в цепочке исследования черкесского костюма. Но когда мы говорим черкесский костюм, не обязательно думать об этом локально, потому что северокавказский костюм, в общем-то, он сформирован как некий единый комплект, особенно для людей извне. Это мы знаем нюансы, особенности там, и так далее. Нужно сказать, что фундаментальный труд вот именно в исследовательской работе сделала Студенецкая в свое время. Далее, да, мы каждый после ее монографии находили свои маркировки и, собственно говоря, находили точки опоры через ее труд. И нужно сказать, что вот эта история в реке времени, она началась более
ну, скажем так, 16 лет назад, потому что в 2009 году была первая выставка в этнографическом музее, и она была как раз в форме реплик. Было представлено более 40 костюмов, и сейчас они представлены уже в арт-центре, являются частью арт-центра, да, ну, в смысле, экспозиции арт-центра. А далее был следующий этап. Мы говорим про свадебную моду, да, и свадебный комплект одежды. Это другая история. И вот сейчас, в момент пандемии, эта линия не разрушилась, да, исследования, а дала новый толчок, импульс через исследование нового типа, нового образца, через деконструктивизм. Мы, то есть, как бы мы, когда говорим реплики, мы некое воссоздаем то, что могло бы жить, да? Когда мы говорим про свадебную традицию, мы ее как бы вкрапляем, инкрустируем в реальность, в жизнь, и оно продолжает жить. А вот что касается будущего, да, нам иногда кажется, что оно закрыто, да, и эта дверь перед нами, может быть, не откроется, либо открывается в какой-то новый портал. А мы говорим, нет, существует линия жизни этого костюма. И вот в момент пандемии это была спонтанно начатая история, потому что возникла остановка во времени. И я знаю, что во многих художественных мастерских начались рефлексии на тему собственного творчества, и появилось время и возможность начать творить. И поскольку у меня коллектив женский, и многие проработали со мной более 20 лет, да, потому что состав у нас неизменный, и мы понимали, что мы преодолеваем это время и этот кризис через творчество. И тогда мы действительно начали доставать со всех полок ткани из прошлой жизни. Где-то это была марля бабушки моей, которая дожила там до 99 лет. Она, как все наши бабушки, прятала, да, вот эти комки ткани. И я вспомнила, что ее же можно красить, ее можно превращать и так далее. Рядом соседствует ткань, которая пролежала у меня 6 лет, потому что я не знала, с какой стороны к ней подойти, потому что она невероятно дорогая, да, и ценится как отдельное вот, ну, производство самой этой ткани. Это дикий шелк, да, шелк туса так называемый. Рядом соседствует просто полотна ткани, так называемой макетной, из которой дети, студенты обычно пробуют свои образцы без риска, да, там, для того, чтобы испортить что-то так ценное. И в результате возникла вот такая коллекция, которая является пазлами из прошлых течений жизни, из разных сортов тканей, из абсолютно вроде бы несочетаемых вещей. И вот расскажу, что перед тем, как эта выставка была открыта во Владикавказе, она была представлена в Академии музея Штиглица, в Академии прикладного искусства в Петербурге. Вот. И нужно сказать, что с Петербургом у меня тесные связи. Дважды моя выставка авторская была в Российском этнографическом музее представлена. Но мне больше всего были интересны именно учебные заведения, потому что общение со студентами, и мы демонстрировали, как смело и легко на самом деле можно играть формы, но в коридоре представлений этнографического характера. И у нас получилась вот такая история. Кстати говоря, не все вещи и предметы были представлены, потому что это скорее была фотовыставка. У нас было представлено более 40 постеров с изображением портретным современных девушек вот в этих одеждах. Меня заинтересовали вот несколько слов, которые для меня вот отдельно так с двойным подчеркиванием. Вы много говорите о времени. Выставка называется «В реке времени». Вот время для вас какая-то такая особенная субстанция. Если я правильно поняла, то ваша реплика, как вы в сюжете говорили, в формате сочинения, как могло бы быть, если бы все развивалось в своем темпе и в свое время, правильно? Вот про время. Время и река, да? Что остается? Время течет и меняется, а река течет, но неизменно остается. И вот здесь вот эта удивительная стыковка, да, реки и времени. Ну, метафора всем известна. Что касается
вопроса, который вы задаете, я на него буквально, наверное, тоже не смогу ответить, да, потому что мы всегда в потоке времени ищем сами себя. Мы пытаемся найти себя. И если в этом потоке времени вот мужчина или мужской характер, да, особенно на Кавказе, или мужская одежда является камнем в этой реке, да, потому что это как бы основа, то женщина — это вот такая субстанция, которая течет, изменяется, подстраивается под время через моду, через адаптацию и так далее. И вот если бы не было войн и революций, то, конечно, этот поток несся бы быстрее. Но поскольку мы все время проживаем зоны турбулентности и проходим через нее, и женщина выходит из этих времен, там революция, довоенный период, послевоенный, 90-е, она как бы рождается заново и рождает через себя свой новый образ. И вот может быть выставка еще и об этом. Потому что вот костюм мужской, мы не транслируем его, не изменяем, стараемся его оставить законсервированным, потому что он был создан как мундирный, эталонный, и тот мужчина в том времени уже остался, мужчина-воин и рыцарь. А в данном времени, наверное, женщина все время преодолевает трансформацию, а мужчина с вот этим небоевым кинжалом, с небоевыми патронами, да, в черкеске стал другим, в общем-то, стал другим. Очень интересно. У меня сразу слишком много мыслей возникает на тему альтернативных вариантов развития истории. А если бы произошло так? А если бы не было революции? А может быть, все выглядело бы иначе? И мы бы с вами сегодня выглядели совершенно иначе. Конечно. Да, это интересные мысли. Ну вот что я хотела спросить про день нынешний. Да, мы сегодня выглядим совершенно не так, как наши предки 100 лет даже назад. Но, тем не менее, как вам кажется, вот эти этнические компоненты, элементы в одежде, насколько они актуальны сегодня? Да, растет интерес ко всему национальному, ко всему исконному, потому что вот есть такой какой-то голод, тоска почему-то родному, и это проявляется, мне кажется, во всех регионах Северного Кавказа. Да и не только Кавказа, наверное, это общероссийская тенденция. Как вам кажется, какой может быть национальная современная одежда? Мир глобализации предлагает нам множество вариантов, да, мы еще не знаем, где мы окажемся с этой несущейся рекой, да, но по сути в этнографии существует как бы исторический аспект, а есть современность. Вот про современность люди забывают. И не только на Северном Кавказе, но и во всем мире люди пытаются идентифицировать себя не через язык, да, поскольку язык стал бытовым, и мы мало уже общаемся на родном языке все. Вот. И через одежду мы быстрее всего транслируем: я один из вас, я вот родом отсюда, мы как бы все равно выросли в родоплеменных отношениях, они для нас значимы. И в этом смысле на Северном Кавказе началась репрезентация собственных маркировок. Вот, собственно говоря, это и есть тоже часть этого исследования. И, наверное, через какое-то время придет понимание, что ИИ, да, искусственный интеллект, создает нечто, что говорит об общекавказском, может быть, образе, да? А может быть, он нам предложит решение проблемы идентификации каждого этноса по собственным, да, маркировочкам, там, нюансам. Почему? Потому что он пропустит там через сито тысячи изображений, фотографий прошлого века и предложит нам какое-то решение. Но боюсь, что чаще всего мы сейчас, на сегодняшний день, получаем такой интересный образ, когда кокошник на голове, ваби-саби, да, такое как бы саба какие-нибудь, и на запах какую-нибудь, я не знаю, испанскую юбку. Это то, что предлагает нам дизайн искусственного интеллекта, и ты не можешь различить, да, но при этом этническая мода, она на сегодняшний день действительно испытывает какой-то подъем, интерес, но мне кажется, больше в силу как раз желания вернуть себе вот эту корневую систему. Что касается движения вперед, пока оно не происходит, потому что не сформировались какие-то эстетические точные представления, особенно на Кавказе. Мода для нас — это газыри, либо мода для нас — это нагрудники. Но это же не так.
да, это может быть иногда просто намек, достаточно недосказанности. И вот когда есть какая-то недосказанность, а не прямое, да, такое, ну, зеркалить костюм, тогда мы и получаем моду. Но пока она только формируется на наших глазах. Знаете, когда вы сказали про искусственный интеллект, я такую легкую тревогу испытала, потому что мне кажется, что искусственный интеллект, ну это такое, наверное, мое такое гуманитарное восприятие жизни, конкурирует с понятием творчества, поэтому беспокойство вызывает такие тенденции, да, что нам предложит искусственный интеллект, и кажется, как будто действительно он может больше предложить что-то в сторону глобализации больше. Вот. Но, тем не менее, есть такие мастера, талантливые, как вы, которые работают в этом направлении, и значит, будущее есть, и в этой реке времени есть какое-то новое интересное русло, которое, да, дает напоминание о предыдущем русле. Но мне кажется, на самом деле важно сейчас сохранить именно ремесла. Прикладные ремесла являются прямым продолжением, скажем, традиции, и исходя из этой традиции уже можно создавать нечто, что, ну, как бы является продолжением той культуры, которую вы представляете. Вот я сегодня пыталась, какой вот код может быть у платья осетинки, да? Мне интересно было, и я поняла, что вот этот платок, сплетенный узелками, с вот этой особенной вышивкой, где спрятано древо жизни, либо там какой-нибудь цветок и так далее, это и есть локальная идентификация через, например, вот этот платок. Мы знаем, что здесь существовали такие ателье, в которых женщины-аристократки собирались, плели эти платки там, и так далее. Вот сохранить это, да, в том неизменном виде и потом преломить, это и есть самая большая ценность на сегодняшний день. Потому что придумать уже что-то – это выпрыгнуть за рамки традиции. И поэтому сегодня, мне кажется, важно понимать, кто я, откуда, и как в психологии любое понимание самого себя дает тебе вот какой-то новый энергопоток, то особенности, вкусовые предпочтения, из чего это сформировалось и так далее, понимание самих себя здесь очень важно. И мне кажется, вот в Осетии здесь именно археологическая, да, вот кладовая, скажем, вот этой эстетики, вот этого представления, ну, скажем, о полотне культурном, да, это либо мифология, либо археология. А дальше вот вроде бы как бы надо перебросить мост уже в моду и начать исследовать, а как же формировался этот костюм, почему он именно такого типа получился и так далее. Вот сегодня мы обсуждали с моими коллегами этот вопрос, мне было очень интересно, и я очень надеюсь, к следующему приезду мы хотя бы какой-то предмет или объект встроим в экспозицию для того, чтобы хотя бы понять модель, да, модель исследования, как можно это сделать здесь, вот здесь именно во Владикавказе. Мне кажется, это особенно интересно, потому что здесь все-таки формировалась мода, настоящая мода. Да, в начале прошлого века. Да. Приятно такое слышать. К сожалению, наше эфирное время ограничено. Я не успела даже вам половину задать тех вопросов, которые хотела, но я думаю, что мы продолжим это еще неоднократно, наши разговоры. Да. Спасибо вам большое за это интервью. И вам спасибо за интерес. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, и после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Кто сказал, что футбол интересует только мужчин? Большое спортивное событие в ближайшие дни стартует во Владикавказе. На базе Академии футбола «Алания» 23 июня начнется очередной этап фестиваля для девочек «Мы в игре. Лето» Российского футбольного союза. В этом году он объединит все федеральные округа России, и с 1 июня по 27 августа по очереди в 32 городах страны от Калининграда до Сахалина пройдут спортивные состязания. Стать
участницей фестиваля «Мы в игре лето» может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Все подробности узнаем из первых уст. В нашей студии главный тренер Академии футбола «Алани» Владимир Окунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о предстоящем событии, о фестивале. Необычно то, что он предназначен именно для прекрасной половины, для девочек. Что ждет наш город, как это спортивное событие, что из себя будет представлять? Вы правильно сказали, что фестиваль для девочек проходит в 32 городах. В прошлом году этот фестиваль был в прошлом году первый раз. В нем принимали участие 22 города. Более 2000 девочек приняли участие в этом фестивале. И в прошлом году мы немножко не успели тоже организовать фестиваль в нашей академии. В этом году нам посчастливилось организовать его, и мы 23 числа ждем всех желающих в 11 часов в Академии футбола «Алани». Что нужно для того, чтобы принять участие? Процедура регистрации какая-то требуется? На сайте Российского футбольного союза есть сайт. Там можно зарегистрироваться любой девушке, любой желающей зарегистрироваться. И, пожалуйста, приходите к нам в академию в 11 часов. Я еще раз скажу, будет очень интересно. Из 2 этапов будет состоять этот фестиваль. Это первая такая развлекательная программа будет для девочек. Будут мастер-классы. Девочки могут попробовать себя в выведении мяча, в ударах по воротам, познакомиться с ветеранами футбола Северной Осетии, которых мы пригласили. Затем будет мастер-класс от тренеров, которые ведут нас девочек. Они пройдут тренировку. Затем будет турнир. Каждый участник получит вот по такой красивой медали от Российского футбольного союза. Не будет победителей. Все желающие, которые придут, получат призы свои. То есть это не соревнование, это именно спортивное событие? Да, это не соревнование, это спортивное событие для того, чтобы как можно больше девочек привлечь к футболу. Это помощь академиям, потому что очень сложно с набором девочек, а такие требования есть для академии, для лицензирования футбольных клубов. Без этого сейчас мы не обходимся. Каждая структура футбольная должна иметь отделение женского футбола. А вообще во Владикавказе на сегодняшний день есть группы именно женские футбольные? Да, в Владикавказе есть, и нам очень с этим повезло, я скажу честно, потому что когда я сюда приезжал, я не думал, что будет здесь будет так просто женским футболом. В общем, нам повезло, что здесь несколько групп, которые занимаются футболом. И у нас уже за последние 2 года у нас 65 девочек, которые занимаются футболом. Это какие возрастные категории? Начиная сейчас с 2007 года, и самая маленькая у нас девочка, она рождена 2 июня 2015 года. Ну, приятно. То есть все-таки стереотипы не работают, и девочек футбол интересует, и мам, пап не пугает отдавать девочку на футбол? Ну, своя красота есть. Я понимаю, что специфика региона такая, что девочек неохотно отдают футбол. Но еще раз повторяю, что да, нам повезло. Многие группы есть и за пределами Владикавказа, в частности, в Моздоке, в Ордоне. Я в первый год, когда проехал по всем районам, было только в 2 городах. Сейчас у нас уже точно, я знаю, что все детские школы, которые у нас в Владикавказе, должны иметь свою футбольную команду. Я знаю, что на Барсе эта футбольная команда есть, на Юности есть, у нас в Академии есть. То есть с этим делом у нас обстоят дела не очень плохо. Да, не так плохо, как можно было бы предполагать. Скажите, вы такую фразу бросили: есть своя красота. Вот что вы имеете в виду, что за красота в футболе и как сочетается девочка и футбол? Во-первых, я хочу вас всех пригласить на футбол. 2 июля у нас будет один тур. Мы участвуем в ЮФЛ, и у нас будет здесь куст
Мы будем играть 2 тура. Здесь мы играем и с командой Нижнего Новгорода, и командой Ярославля. Вы воочию можете все прийти, посмотреть на красоту этого футбола. Мы сами, честно, тренеры ждем, не дождемся посмотреть, насколько женский футбол привлекательный и насколько он отличается, может быть, от мужского футбола. Мне кажется, зрителей будет предостаточно. Поэтому вас всех приглашаем. Спасибо, мы придем обязательно. Все-таки в чем вот эта красота заключается? То есть это немного отличается от мужского футбола. В чем сходство и в чем отличие? Ну, наверное, женский футбол более такой какой-то должен быть мягкий, лояльный. Ну, в женском футболе сразу скажу, что меньше борьбы. Зрителям нравится борьба, а здесь меньше борьбы, здесь больше такого понимания футбола. Он немножко медленнее, и можно разглядеть, как думают девочки. Если в футболе юношей, то все стараемся делать быстро, быстрое мышление, быстро работать с мячом, спринты быстрые. То есть здесь на фоне девочек мы можем только разглядеть, как они думают, ну и какой технический арсенал владеют девочки тоже. Ну, а вообще... Причем есть разные девочки, есть и сильные, есть и маленькие. То есть я так думаю, что мы свою изюминку тоже найдем, посмотрим. А есть какая-то идеальная комплекция, идеальные какие-то физические данные для того, чтобы заниматься? Да, от футбола юношеского ничем не отличается. Есть и высокие девочки, есть и более хрупкие девочки, но это все зависит от того, как они думают. Футбол же он мышление. Самое главное мышление, как он думает на футбольном поле и как она думает на футбольном поле. Это тоже интересно. Вот последние 2 тренировки я наблюдал за нашими маленькими девочками, и очень приятно, знаете, что, наверное, есть способные девочки, которые в будущем понадобятся не только, наверное, городу Владикавказу, а и российскому футболу. У нас 2 девочки сейчас играют в молодежной команде Ростова. Они уже повзрослее, мы их не можем у себя держать, потому что нет такой команды, такого возраста. Но пришлось их отдать в Ростов. И надеюсь, что через несколько лет у нас будет своя команда молодежная. Потому что такие требования сейчас. Никуда от этого не денешься. Будет своя молодежная команда. И надеюсь, она будет в лидерах. Потому что менталитет, скажем так, футбола Владикавказа – это атака, это обязательно лидерство, это обязательно первые места, это нравится, к этому стремимся мы все, поэтому, я думаю, и девочки тоже не исключение. А вот скажите, как вообще в России обстоят дела с женским футболом и касаемо даже, если мы говорим только даже о юношеском сегменте? Сейчас женский футбол на подъеме. И вот это личное доказательство, что такие фестивали проходят от Калининграда до Сахалина во всех федеральных округах. Они в этом году с 1 июня, правильно вы заметили, с 1 июня по 27 августа пройдут во всех городах. Уже прошло несколько фестивалей в Барнауле, в частности, в Ярославле, в Ульяновске. Общался я с ребятами с Ульяновска. То есть желающих на этом фестивале было предостаточно. Я думаю, у нас мы так планируем, что где-то около 100 девочек придет сюда. Так что развивается футбол в нашей стране. И Суперлига этому подтверждение. Недавно вот на канале Матч ТВ мы видели игру за Суперкубок России. И я тоже так невнимательно смотрел тоже за этот футбол. Набирает обороты. Юношеский футбол, он сейчас, наверное, в расцвете сил, потому что те соревнования, которые Российский футбольный союз сделал, я считаю, что это, наверное, самый лучший проект за последнее время. Это вот эти ЮФЛ. ЮФЛ по 3 возрастам. В следующем году у нас будет уже 3 возраста играть в ЮФЛ. Это 2007 год, 2007 год, 2008 год, 2009 год. Девочки у нас сейчас тоже играют в ЮФЛ до 16 лет и до 14 лет. Ну, есть, конечно, надежда, и даже больше, чем надежда, я думаю, уверенность в том, что по завершении фестиваля какое-то количество девочек захочет остаться и продолжить свои занятия, даже из тех, кто никогда не занимались футболом. Вы правильно заметили, мы тоже ждем, что девочки проявят интерес и после этого фестиваля останутся у нас в академии и будут заниматься футболом.
вы правильно заметили, что этот фестиваль для самых юных девочек от 7 до 12 лет. Мы ждем, все возраста ждем девочек, но вот именно эти девочки, которые вот придут, наверное, сейчас и начнут свою подготовку с раннего возраста, дойдут до тех, наверное, вершин, о которых я говорил чуть повыше. А в чем преимущество заниматься футболом для девочки? Вот, скажем, конечно, среди мальчиков конкуренция выше, а в женском футболе, наверное, конкуренции можно каких-то больших... Вы мне сейчас в результатов. Осетии задаете провокационный вопрос. Да. Можно я на этот вопрос не буду отвечать? Ну что ж, ну я не могу заставлять вас ответить на этот вопрос, но мне кажется, что вот так как действительно просто как минимум женщин в футболе гораздо меньше, значит, соответственно, у каждой из них шансов на какой-то рост и развитие гораздо больше, чем в мужском футболе. Правильно вы заметили, что девочка, может быть, до вершин добраться более легкий путь сейчас, именно когда развивается футбол, чем мужчинам. Но поймите, красота спорта в том, она, наверное, красота, что мы развиваемся там внутренне. Мы развиваемся, как и сами развиваемся, мы развиваем свой организм, мы развиваем свое мышление. А игра, она тем и важна, что видно игрока, как он думает. Как он думает, как он принимает решения, как он читает эту игру. То есть интересно все. Поэтому, наверное, правильно вы сказали, что пройти путь вот этот вот от маленького возраста для больших высот, для звезд, если вот так вот мы будем говорить, то, наверное, для девочек в данный момент легче. Но ведь и для мальчиков он будет тоже, может быть, тоже этот путь легче. Почему? Потому что трудолюбие, упорство, смелость, решительность, ведь это качества, присущие для личности, как он утверждается в этом, в футболе, как он утверждается в жизни. Это ведь все взаимосвязано в этой игре, все это игра показывает. Ну, тем более такие футбольные традиции в нашем регионе. У вас огромные традиции. Единственная команда, которая стала чемпионом России, это же «Спартак» Владикавказ был. И многие помнят об этом, и сейчас возрождение футбола идет. Много желающих заниматься футболом. Большое количество детей сейчас в футболе. Да? В этих школах, 4 школы сейчас вот футбольные в Владикавказе именно, порядка 2000 детей занимается футболом. Это вот только по платформам. А еще кроме этого есть еще любительские группы. Очень большой интерес к футболу в Северной Осетии. И не зря говорят, что, наверное, а так и есть, республика Северная Осетия, она самая футбольная республика в стране в нашей. И мы, когда 3 года назад подсчитывали статистику, то 29 человек, 29 футболистов было в разных академиях страны. Причем ведущих академий. Мы не берем другие академии. Ну, кто знает, может быть, и девочки наши также будут себя проявлять. Для этого академии и созданы, чтобы отток футболистов был минимален, хотя это тоже происходит, но мы хотим, чтобы он был минимален, отток футболистов. Мы все-таки у нас по программе развития мы должны подготовить... Внутри региона. Внутри региона мы должны подготовить футболистов для главной команды. Это первый у нас вопрос. Для главной команды мы должны подготовить футболиста. Ну и если в главной команде футболист этот не приживется по разным причинам, то как можно больше, чтобы наших футболистов играло в профессиональный футбол. Что ж, спасибо, что ответили на вопросы. И еще раз напомним нашим телезрителям, что уже в эту пятницу, правильно? 23 июня в 11 часов мы ждем вас в Академии футбола «Алания» на фестивале для девочек, организованный Российским футбольным союзом. Мы в игре «Лето» называется вот так фестиваль. Спасибо вам большое, и мы желаем вам, чтобы пришло большое количество людей и
какое-то из них количество даже осталось и продолжило свое развитие в спорте. Спасибо. Спасибо. А сейчас прервемся на небольшую рекламу и сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем вечернюю смену. Музыка, которая лечит. В преддверии Дня молодежи социальный проект «Лесотерапия» организовал благотворительный сольный концерт исполнителя Тиго. А зрители – это ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети участников спецоперации. Организаторы назвали концерт своего рода музыкальной таблеткой, которая лечит душу и вдохновляет. Артисты приглашали детей на сцену, пели вместе с ними известные песни, танцевали под авторские композиции. Словом, атмосфера была душевная. Все детали узнаем из первых рук. В нашей студии организатор Лина Тотрова и также участники концерта Алена, Ахмат, Тамерлан. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно видеть вас в нашей студии, людей, которые тратят свое время, свои силы, свой талант на то, чтобы проводить благотворительные мероприятия, концерты. Лина, давайте начнем с вас. Расскажите, как родилась идея проведения подобного концерта? Вообще, в чем главная цель ваша была? В рамках социальной инициативы мы проявили такую творческую инициативу, молодежную, можно сказать, проведение мероприятия для особенных детей и детей семей военнослужащих и участников специальной военной операции. Идея заключалась в том, чтобы создать такую атмосферу душевности, семейную атмосферу особых ценностей, и назвали мы ее как эффект музыкотерапии для этой категории граждан людей. Привлекли начинающих артистов Тига и поспособствовали ему в том, чтобы провести его первый сольный концерт с привлечением известных артистов, помогли с организацией мероприятия, начиная с афиши, прописания сценария, привлечения спонсоров, партнеров, а также благодетелей. Вот. Также у нас нам помог филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Они пригласили детей военнослужащих и участников военной операции. Также, например, спортивная школа «Стимул». Это школа, которая занимается футболом с особенными детками. И во главе Геннадия Харитоновича он также занимается с такими детками абсолютно бесплатно. И школа на сегодняшний день также, я хочу акцентировать внимание на этой школе, потому что он также посвящает все свое время, уделяет внимание этим детям. И удивительно, что эти дети действительно занимаются футболом, и они могут это делать, и делают это на профессиональном уровне. И благодаря таким вот педагогам эта школа развивается. Со своей стороны мы помогли им организовать логотип компании, и сейчас участвуем в том, чтобы предоставить им форму спортивную. Вот. Давайте перейдем к самому концерту. Ахмат, давайте с вами поговорим, как вы, как титульный исполнитель этого концерта. Расскажите, пожалуйста, для вас, что значило это мероприятие, и вы сами как прожили, как подбирали репертуар, и то, что это был ваш сольный концерт первый. Я переживаю немного. Это понятно, но вы артист, вы выступали перед людьми. Я думаю, не стоит вам переживать, все хорошо. Но если хотите, мы можем пока передать слово Тамерлану, пока вы соберетесь с мыслями. Тамерлан, расскажите, пожалуйста, как прошел для вас концерт, что вы представляли? На самом деле концерт был посвящен Дню молодежи, но почему мы сделали раньше? Для того, чтобы посмотреть, насколько это будет радостно для детей, для гостей. И на самом деле нас радует результат. И, если честно, нам очень понравилась атмосфера. Мы создали эту атмосферу, попытались. Тига прям врывался в сцену. И на самом деле он зажег многих детей сердца, что они даже выходили на сцену, все махали флагами Остинского. Вот. И на самом деле
я очень горжусь, что наше мероприятие прошло, и мы зажгли ту любовь к Осетии, которая должна быть у нас. Ну, вы описываете, что так эмоционально все проходило. А детки какого возраста вообще были? Детки были помладше, от 8, получается, от 7 лет. И, получается, дети уже постарше, до 14, и молодежь была в основном, да. Вот. На самом деле все очень, как говорится, ярко реагировали. Да, зал был наполнен прям душевным. Скажите, а что именно вы исполняли? Я исполнял песню Дианы Анкудиновой «Я Россия, тебя зову», и исполнял также Родиона Гузманова парами. Но в основном мой репертуар направлен на артиста Димаша Кудайбергена. Алена, давайте с вами поговорим. Расскажите, пожалуйста, вы балетмейстер, и вы ставили, очевидно, хореографию на концерте. Да. Расскажите, какого рода хореография? Это хип-хоп или это что-то другое? Да, у нас современная хореография. Я являюсь руководителем коллектива «Импульс». Мы работаем в Доме культуры селения Михайловское. Занятия у нас бесплатные, поэтому ждем деток. У нас очень творческие детки. Вот мы познакомились с Тиго. Я решила ознакомиться с его творчеством. И так безумно понравилась песня «Алания». Это его авторская песня. Дети также сразу же проявили инициативу. Когда мы узнали, что это благотворительный концерт, решили выйти также на новый уровень, поучаствовать. Дети прям вот заворожены были. Каждый божий день приходили на репетиции. У нас была, хип-хоп и где-то с модерна взятый такой микс. У вас дети какого возраста занимаются? У нас мы принимаем деток на современные танцы с 4 лет, а на кавказский, у нас также есть группа кавказского танца, мы принимаем с 6 лет. Конкретно в данном танце у нас самому младшему представителю 8 лет. Поэтому хореография довольно-таки сложная для этого возраста, но они справились очень хорошо. Я бы хотела их еще, можно озвучить. Да, пожалуйста. У меня детки Караева Лолита, Гулярова Алена, Гулярова Инна, Гуларова Роксана, Шмулевич Ангелина, Попова Вика, Джоева Милана. Ой, всех их так люблю, они большие молодцы. Они прям очень от души Сейчас исполнили. они аплодируют дома, смотря на Да, они так ждали этот эфир, они вот прям умнички. Я очень горжусь, что они у меня есть. Здорово. Уже в нашей студии воцарилась такая обстановка, где я как будто сама побывала на вашем концерте, чувство такой теплоты. Видно, что вы с любовью относитесь к тому, чем занимаетесь. Ахмат, ну что ж, вернемся к вам. Такие теплые отзывы мы уже получили о том концерте, который прошел. Расскажите, как вы подбирали репертуар, как вы создавали те произведения, которые вы представили? Как подбирал репертуар, начнем с «Алании». Да, пожалуйста. Мой трек «Алания», который я написал очень даже давно, это про мою любимую Осетию. И как вообще родилось это все. Я сильно влюблен в Осетию, прям очень сильно. И решил написать песню «Алания». После этого, помимо «Алании», у меня еще есть и другие, конечно же, песни. Решил сделать, благотворительный концерт. И мне помогла в этом Алина. А так атмосфера концерта, я сам даже удивился. Мой первый сольный концерт. Вы, наверное, больше участвовали в каких-то студийных записях, да, или, может быть, в каких-то локальных выступлениях, а вот тут именно сольное ваше выступление. Да. А вот с каким чувством вы выступали, с какими чувствами вы были уже по завершению концерта, когда вы увидели вот эту реакцию публики,
дети. Тем более дети — это такая теплая аудитория, они очень благодарная аудитория. Вот для вас и для вашего творчества это что было? Это, ну, как бы первый свой концерт, я был даже в восторге, то, что дети, и не только, и взрослые, люди знают мои песни, я был очень даже в восторге. Я, конечно же, давал им немножко попеть, чтобы развеять атмосферу. Вас самого это вдохновило? То есть задача была вдохновить детей. Очевидно, это удалось. Да, очевидно. конечно. А вот вас самого, вот, может быть, у вас после этого концерта какие-то мысли, новые песни написать, что-то в этом роде? Вдохновением после этого у меня стало даже еще больше. Я еще хочу писать и писать песни, чтобы меня знала молодежь и не только. А где можно найти ваши треки? ВКонтакте у меня есть сообщество Тигу. Тоже ведь самое в Инстаграме. И в интернете, да, короче. В Телеграме, да, везде. Лина, вас хочу спросить. Вот для вас это тоже, как я понимаю, первое подобное мероприятие в качестве организатора. Этот опыт для вас чем ценен и какие выводы сделали, что удалось, что не удалось и что хочется еще на фоне уже реализованного мероприятия? Ну, для нас действительно это был такой творческий эксперимент. В дальнейшем мы планируем проводить такие же мероприятия в условиях лесотерапии на открытом воздухе, в нашем любимом дендрарии парке с привлечением начинающих артистов и известных исполнителей. Что касается непосредственного концерта, что нам удалось? Нам удалось привлечь комитет молодежи. Руководство этого комитета поспособствовало тому, что песни начинающего артиста Тига будут записаны в их студии звукозаписи, которая откроется в ноябре месяце. Также они при записи, после того, как будет записана песня, они посодействуют тому, чтобы эта песня была ротация ее на радио. Также, что еще нам удалось? Мы очень удивлены, что, несмотря на погодные условия, в зале присутствовало более 200 человек. И для нас это, конечно, говорит о том, что эта тема очень актуальна, и люди с радостью приходят на такие мероприятия. Вот. И мы получили огромный опыт. Да. У вас получилась такая миссия не только организатора мероприятия, но и, получается, музыкального продюсера уже даже в какой-то степени. Ну да, можно так сказать тоже. Вот мы помогли, например, творческому коллективу Алене Сергеевне Венеровской с логотипом. Также вот в школе «Стимул» также с логотипом компании и тоже с формой. То есть мы не только как бы само мероприятие организовывали, а на каких-то этапах организации помогали ребятам в их деятельности творческой. И хочется еще выразить огромную благодарность организации мероприятий Уэлап. Тамерлан. Нет, Уэлап, да. За то, что они проявили благородство и благотворительную деятельность. Они угощали всех наших гостей сладкими подарками и просто создали для нас такую творческую, душевную атмосферу. И детки получили огромное удовольствие от того, что это был не просто концерт, а еще и вот как бы был накрыт для них сладкий стол. То есть, да. Я даже вот от себя лично могу выразить вам благодарность, потому что действительно благородная инициатива, добрая инициатива. Абсолютно все получили от нее положительный результат. Как артисты, так и благополучатели, дети. И для вас тоже какой-то ценный опыт, прекрасный. Мне кажется, что когда человеком движут добрые мотивы, то на это многие откликаются. Вот в вашем случае получилось именно так. Да. И мы желаем вам успехов в вашем творчестве, в ваших социальных проектах, в ваших творческих проектах. Благодарим вас всех за участие в нашей сегодняшней беседе. Спасибо огромное. Спасибо огромное. На сегодня все. Вы смотрели «Вечернюю смену». Благодарю за внимание и до встречи в эфире.